Здравствуйте, дорогие якутяне! В эфире новости без цензуры и пропаганды от фонда «Свободная Якутия». В Госдуме предложили отказать в предоставлении материнского капитала женщинам, родившим ребенка после 25-30 лет. Депутаты надеются, что тем самым простимулируют женщин к более ранним родам. Однако у экспертов мнения по этому поводу другие. Но все они сводятся к тому, что это попытка сэкономить на выплатах и, безусловно, откат государства к доиндустриальным ценностям, то есть к отсталым методам управления. Подобное к подобному. Министерство иностранных дел подтвердило информацию о том, что делегация ХАМАС на этой неделе посетила Москву, о чем помимо освобождения российских заложников договаривались представители террористической группировки, до сих пор неизвестно. Власти Якутии заявили о новом сроке строительства Ленского моста. Теперь идет разговор о том, что мост будет сдан в эксплуатацию в 2028 году. На фоне этого заявления появилась замечательная шутка от паблика «Якутск Параллельный», что за дискредитацию власти в Якутии запретили мультфильм «Волшебное кольцо». Где же мост? О, нету твоего моста. Я спрашиваю, где мой мост? В преддверии подведения итогов уходящего года и приуроченных к нему традиционных мероприятий руководитель аппарата Госсобрания Ил Тумен 26 октября объявил тендер на закупку золотых нагрудных знаков на 1 миллион 326 тысяч рублей по 28 800 рублей за штуку, которые должны быть доставлены в парламент в течение 20 дней после заключения контракта. Об этом сообщает телеграм-канал «Торбозное радио». Кроме того, в информационном ресурсе говорится о том, что это не единственный заказ. 20 октября парламент заказал золотые знаки на сумму 1 миллион 442 тысячи рублей. Итого, чтобы обмазаться наградами к предстоящему Новому году, правительство потратит 2 миллиона 700 тысяч рублей. И это без учета серебряных значков, стоимость которых приближается к 1 миллиону рублей. Ким Чен Ир одобряет. Теперь в Нерюнгринском районе, если человек захочет оформить в собственность гараж на территории района, раньше заплатил бы в среднем 16 тысяч рублей, теперь заплатит за ту же площадь 97 тысяч рублей. За землю под магазин, автостанцию, аптеку, павильон стоимость увеличилась с 1 миллиона 800 тысяч рублей до почти 6,5 миллионов рублей. Такое решение было принято большинством голосов депутатов от «Единой России», «Справедливой России», КПРФ и «Новых людей». Мультфильм на языке саха тымны огуга получил международное признание на кинофестивале в Торонто. Работа якутской студии «Тундра» стала лучшей в номинации «Мультфильм, снятый на языке коренного народа». Посмотреть этот замечательный мультфильм можно в Ютубе, где он выложен в свободный доступ. На этом все. До скорой встречи.